Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В разгар очередной волны пандемии деятельность волонтеров востребована как никогда. Ежедневно заболевают сотни якутян, а среди заболевших и пожилые, одинокие граждане, и инвалиды, и многодетные семьи. Словом, те, кто нуждается в помощи, привезти продукты, вызвать врача на дом. Как организована работа волонтеров для оказания помощи медицинским организациям и населению в рамках проекта «Мы вместе». Об этом и не только мы будем говорить сегодня с гостем программы. Это Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Петр Витальевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, для какой работы сейчас привлекаются волонтеры? На сегодняшний день нам необходимы волонтеры по направлению колл-центров, пунктах вакцинации, а также помощь в проведении термометрии, доставки лекарств, а также доставки продуктов для маломобильных граждан старше 60 лет. Скажите, а насколько активно сейчас молодые люди, может, не молодые, скажем так, выражают желание работать волонтером? Все-таки времена нелегкие, даже, может быть, опасные. Желающие есть, конечно, но все-таки их не хватает. Хотелось бы, чтобы количество волонтеров у нас было больше, из-за того, что болезнь крайне заразная, да, у нас люди, которые должны прийти, может быть, уже заболели. Есть такие моменты, ребята, которые изъявили желание, но уже имеют признаки насморка и ОРВИ, поэтому мы как бы страхуемся и сразу на самоизоляцию отправляем. Но желающие есть. Было бы неплохо, чтобы у нас люди, самый большой у нас дефицит, это в людях, у которых есть личный автотранспорт. На улице холодно, и для того, чтобы увезти или привезти там продукты питания, а также анализы или, может быть, даже медикаменты, нам нужны транспорт, получается. Мы стараемся обеспечивать их бензином, чтобы волонтерам с автотранспортом было комфортнее, чтобы не накладно сильно было. И в основном такие моменты у нас бывают пригороды, очень сложно добираться. Ну вот вы упомянули пригороды. Такая ситуация, скажите, у нас только в Якутске или в целом по республике все-таки нехватка волонтеров ощущается? В целом по республике у нас нормально идет. Только в городе Якутске у нас основное количество заявок, а также необходимость наших волонтеров с автотранспортом. Ну, волонтерские штабы у нас организованы с начала пандемии, работают уже не первый месяц, даже не первый год. Скажите, на сегодняшний день как выглядит ситуация по системной работе, по организации работы? Выстроена ли какая-то система обучения волонтеров или все пока по наитию идет? Нет, конечно же, у ребят опыт определенный есть. Когда человек приходит, мы обязательно смотрим и обучаем его, показываем, как надо работать с людьми, для которых мы доставляем еду, а также доставляем медикаменты. Зачастую это люди, у которых есть положительный уже анализ. Поэтому мы все делаем и обучаем, чтобы наши волонтеры работали без контакта. Проводим обучение в 2-3 дня и, соответственно, оснащаем всех СИЗами, гарантируем, если студент или молодой человек работает, или же волонтер работает у нас, то мы обязательно при наличии каких-либо признаков ОРВИ сразу делаем анализы бесплатные и получаем ответ уже через полчаса. Ну вот скажите, если кто-то из зрителей, который посмотрит наш с вами интервью, наш разговор, и вдруг появится желание стать волонтером и приносить пользу, то куда стоит обратиться? Надо обращаться в волонтерский штаб. Я могу продиктовать сейчас телефон, да, по которому можно обратиться к человеку ответственному. Это 8 914 229 09 54. Волонтерская работа, она проводится абсолютно бесплатно. Люди некоторые путают то, что мы оплачиваем деньги. Волонтер – это тот человек, который работает бесплатно. По законодательству у нас идет работа в день до 4 часов. Если мы кормим, то это время может продлеваться. Сейчас нам огромную помощь
оказывает Министерство предпринимательства. Наши предприниматели города Якутска, они полностью оснащают нас едой по нашему запросу. Да. На сегодняшний день мы готовы кормить до 400 волонтеров в день и оснащать их едой, чтобы они более-менее там чувствовали как-то комфортно. Но все-таки к нам приходят люди после учебы, на полдня работают. Поэтому в этом направлении, в принципе, по еде и по всему остальному большой нагрузки у нас нет. Ну, давайте перейдем к другой теме. Еще одно очень важное направление деятельности вашего ведомства – это студенческие отряды. Расскажите, как идет подготовка студотрядов к летнему трудовому семестру, который, в принципе, уже не за горами? Идет все планово. Мы планируем в этом году, чтобы количество бойцов студенческого отряда увеличилось, чтобы у нас качество бойцов, обучаемость ими стала больше и лучше. Хотелось бы, чтобы в этом трудовом семестре наши волонтеры, наши студенты стройотрядов работали в городе Якутске на тех стройках, которые готовятся встретить наш юбилей столетней республики. Скажите, а ждать ли каких-то нововведений студенческим отрядам в этом году? Будет ли что-то новое? Мы планируем проводить обучение бесплатное для всех желающих. Мы стремимся к цифре, чтобы обучение прошли там на наших учебных заведениях порядка 2000 студентов. Это было бы неплохо на самом деле. И если даже студент не будет работать в строительных отрядах, то у него будет определенная специальность, которую он может в последующем использовать в жизни, а также там ремонты проводить, там какие-то строительные работы. В принципе, это все специальности, которые любой человек может использовать в последующем, даже для ремонта собственной квартиры, например. Ну и в основном у нас студенты являются из районов, и в районах эти специальности тоже, на мой взгляд, очень важны и необходимы. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас работа по заключению каких-то договоренностей с предприятиями, с фирмами, которым в этом году потребуется помощь студенческих отрядов? И известно ли уже, в какие районы бойцы в этом году будут отправлены? Эти предприятия уже давно известны на самом деле. Мы с этими предприятиями работаем из года в год. С ними идет уже сейчас уточнение, сколько бойцов им понадобится. Будем еще работать с российскими студенческими отрядами, чтобы, как вот в советские годы, наши студенты, бойцы студенческих отрядов имели возможность участвовать в больших общероссийских стройках. Вот это наше основное направление. Все идет в плановом режиме. Надеемся, что в этом году потребность в наших студентах именно по России и по нашим промышленным предприятиям стала больше, и наши студенты получали большую зарплату. Основная проблема, на мой взгляд, вот в этом направлении – это размер зарплаты. Хотелось бы, чтобы оно становилось больше. Если в наши студенческие годы боец студенческого отряда получал за трудовой семестр порядка 60 тысяч, то сейчас эта сумма, она, к сожалению, изменилась ненамного. Наша основная работа будет направлена в этом направлении, чтобы студенты все-таки получали больше, чем сейчас мы оплачиваем. Но вот во время участия в студенческих отрядах можно ли говорить о том, что бойцы приобретают какие-то дополнительные навыки, кроме того, что они, естественно, получают образование? Конечно, это все-таки умение общаться. Студент приходит и вливается сразу в рабочий коллектив. Там не только же обучение, это как с людьми работать, как со старшим поколением контактировать, какие-то там, может быть, новые специальности человек по ходу работы в промышленном предприятии может еще узнать. И, соответственно, это новые друзья, новые знакомства. Все-таки мы говорим о том, что вот связи, но связи-то они получаются, вот когда мы вместе работаем. И те люди, с которыми мы поработали вот, в студенческие годы, вместе с ними мы и проживаем жизнь, и в последующем эти же люди нам будут и помогать. Поэтому всех призываю приходить к нам в студенческие отряды. Это не только вот работа и зарплата, на самом деле это тоже
времяпрепровождения, досуг определенный, чтобы знакомиться, может быть. И нередки случаи, когда у нас из вот коллектива студенческих отрядов появляются и молодые семьи, поэтому хотелось бы, чтобы у наших ребят возможность была самореализоваться и получить вот достойную оплату, а также определенные навыки, конечно. Расскажите, пожалуйста, о грантах главы республики этого года, когда их планируется провести. Но мы ориентируемся на февраль. Точную цифру, точную дату я сейчас вам назвать не могу, но может быть в первых числах февраля общая сумма, которую мы смогли сегодня внести на софинансирование, это порядка 47 миллионов рублей. На 7 миллионов рублей больше. И мы разыграем в этом году 97 миллионов в общем. И надеемся, что вот тоже в этом году благодаря нашим ресурсным центрам, а также Министерству молодежи и тем НКО, которые принимали ранее участие, у нас будет заявок гораздо больше и качественнее. А известно ли, кто в этом году будет оценивать проекты и по каким критериям будут выявляться победители? У нас порядка 50 независимых экспертов. На каждый проект мы отправляем двум экспертам, и они проставляют баллы. После этого мы смотрим итоговые баллы. Это получается наибольший балл уже будет получать максимальная по грантам поддержку. Скажите, пожалуйста, а сколько направлений будет представлено в этом году? В этом году будет представлено около 25 направлений, как в прошлом году. Мы максимально постарались, чтобы никаких изменений в направлениях не было, чтобы те общественные организации, НКО, уже зная направление, принимали участие. А также, чтобы там дополнительных каких-то вопросов у нас не возникало, и мы обучали по тому же плану, который обучали в прошлом году. Петр Витальевич, я благодарю вас за эту беседу и желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем программы сегодня был Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте носить маски в общественных местах.